Давно называла это, ну, славянское имя Янтра. Река Янтра. Река Янтра. А тракийское имя Этер. Пожалуйста. Давно-давно на эти три холма. Это холм называется, это река Янтра. Она протекает на этот самый большой холм, который называется Царевец. Он называется так, потому что здесь царство говорит, что царская крепость. Три холмы образули средневекового города, но история позади во время, может быть, 5000 лет тому назад. Это были разные да, племена. Но основно разные тракийские племена. Основное поселение было тракийское. Потом пришли славяне и потом болгари. Это три холмы позади нас. Университет, а потом мы смотрим, называется Святая гора. Царевец. Это Царевец, а этот холм и крепость называется Трапезица. Здесь различные, как сказать, сказки об наименовании трапезицы. Сказали, что это как трапеза, как стол для трапезы. Да. А другое было, что здесь были церкви все булгарские роды. 38 или 40 болгарские роды, и каждый род имел церковь. И когда идешь на церковь, надо покупать свечи. Да, свечи. И трапеза это как банка. Менять деньги, покупаешь свечи. И так разные такие легенды, да. А это вход на крепость Трапезица. Трапезица. У молитвы есть трапеза. Здесь последняя крепость в Болгарии, которая упала, когда мы из турецкого ига попали под турецкого ига. А позади, между двумя холмами, если вы идете внизу, видите церковь Святый Димитър. Да. Значит, вот там собралось все болгарские населения из этого района, и братья Асен, Петър, Калоян сделали восстание, началось восстание. Они использовали нить, что святый Димитрий Солунский напустил Солун и пришел здесь, в этой церкви. Сюда пришел. И это укрепило весь народ. И они сделали огромное восстание и превзяли чак Одрин и обсадили Константинополь. Это и начали второе болгарское царство, которое было самое известное и самое большое в нашей истории. Да, в нашей истории. Другое, что характерно, здесь одна кула, крепость, где Калоян, когда крестоносцы
на путь проходили, на путь к Константинополю и сделали битву. Калуян разбил эту армию, потому что они все разрушали, да? И их руководитель, царь Балдуин Фландерский, он закрыл в крепость и там построил кула, и там он умер. Я сейчас покажу с другой стороны. А это самые природные дадености за крепости, потому что река, это река огибает и это, и этого, и другого холма.